Культурно-этнографический комплекс Манас-Айли был построен в 1995 году в честь празднования тысячелетия эпоса Манас. Это место должно было быть излюбленным для туристов, горожан и гостей столицы. Однако Манас-Айли так и не стал достопримечательностью города Бишкек. Лет 10-15 назад это место кто-то еще посещал. В основном это были молодожены, которые в день свадьбы проводили там фотосессии. Однако в последние годы этот комплекс находится в плачевном состоянии. Желающих посетить это место невелико. Причина тому – внешний вид комплекса. Он вызывает уныние. С 1999 года объект находится на балансе СЭС Бишкека. Под влиянием времени и погодных условий разрушаются практически везде. Отваливается штукатурка. Некоторых ступенек нет целиком. Осыпается отделка из башни, которую видно с правительственной трассы, а имеющийся за сооружением подвал постепенно превращается в мусорную яму. Детские качели, расположенные на территории комплекса, разобраны. 6 миллионов сомов, которые ежегодно выделяет СЭС на содержание комплекса, уходит на электричество, воду и зарплату работников. Посетителей нет, соответственно, территория не ухожена. Как рассказал директор СЭС Бишкека Кудрет Тайчабаров, в общей сложности там работает около 15 человек. Вначале по этому вопросу мы обращались во все инстанции о передаче этнокомплекса, но узнав о том, что есть вероятие того, что при передаче может и вовсе исчезнуть, мы стали искать другие варианты для сохранения комплекса. Лично я, посоветовавшись с руководителем страны, поднял инициативу о назначении Даулета Сыдыкова в качестве директора комплекса, так как расходы на капитальный ремонт и содержание взять на себя мы не в состоянии. Ежегодно на содержание этого объекта тратится около 6 миллионов сомов. При грамотном управлении и привлечении средств Манас-Айли может стать культурным достоянием столицы. Здесь должно быть место для отдыха жителей и гостей столицы, а также для посещения иностранных туристов. Сегодня Манас-Айли выглядит так, будто построен в стародавние времена, практически при жизни самого Баатыра. Будь так, комплекс был бы прочнее, ведь раньше строили на века. А вот потомки Манаса, ради которых он совершал свои подвиги, просто забросили объект, придали его забвению. Недавно назначенный глава этнокомплекса, известный Манасчи Даулет Сыдыков, в надежде, что он сумеет привлечь инвесторов и сохранить историческую и культурную ценности. Манас великодушный, наша история, наше я. Мне было оказано большое доверие со стороны директора СЭС Бишкек. Основная цель – сохранить историческую и культурную ценности. В ближайшем будущем путем привлечения инвесторов хотим восстановить этот уникальный этнографический комплекс. Первоначально объект принадлежал мэрии Бишкека, но позже его полностью передали на баланс свободной экономической зоны. Последние годы поднимался вопрос о возвращении этнокомплекса вновь на баланс мэрии столицы, но он все еще остается открытым. По словам директора муниципального предприятия «Городские парки» Халичи Умаралиевой, Манас-Айли должен стать муниципальным. Но что такое СЭС? Это свободная экономическая зона. Они должны заниматься бизнесом. Но парк и СЭС – это вещи несовместимые. Все парки, которые находятся на территории населенного пункта, они должны относиться к органам местного самоуправления. Это бесспорно. И, естественно, этот парк должен быть передан мэрии. И тогда бы нам бы передали на баланс, и мы бы ухаживали бы за этим парком, мы восстановили бы вот эти скульптурные композиции, мы спилили бы все засохшие шикарные березы, посадили бы розы, возобновили розарии и ухаживали бы ежедневно, понимаете? Стоит отметить, что комплекс расположен в элитном районе Бишкека. С востока с ним граничит гостиница «Исыкуль». Западная сторона примыкает к СЭС Бишкек, а территории с юга активно застраиваются особняками. Азамат Кенджешев, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ.